Засияла во тьме она, день блистает, и сверкают стволов верхи ее светом. Она блещет, как много солнц на восходе. Сняв покровы, смутит она звезды ночи. Все творенья пред нею ниц упадают. Коль явившись, сорвет она с них покровы. Нашел свою жену с черным рабом и убил их обоих. И позвал тебя. Хочу увидеть это я своими глазами. Нет. Нет. Нет мощи силы, кроме как Аллаха, высокого и великого. Вставай, визирь, идем сейчас же. Не нужно мне богатство и царские власти, пока я не найду кого-то, у кого случилось хуже, чем у меня. А иначе смерть для меня лучше, чем жизнь. Слушаюсь и повинуюсь, государь. Ведь, как сказал поэт, если будешь ты поражен бедой, облачись тогда во терпение славных. Поистине так разумнее. Идем. Идем, государь.
день и прохладный ручей. Ведь, как сказал поэт, к заботам всем повернись спиной, дела свои поручи судьбе. Наслаждайся благом немедленным, и забудешь ты все минувшее. Подай мне воды, визирь. Воды, слушаюсь, государь. Вот вода, она чиста и прозрачна. Ведь, как сказал поэт, пей во здравии, радостью наслаждаясь. Вот напиток, что усталость излечит. А другой сказал... Излечит усталость, но не боль, которая поселилась в моем сердце. Мы будем с тобой скитаться до тех пор, пока не измучаем себя до смерти. Или пока я не найду кого-то, у кого случилось хуже, чем у меня. Слушаюсь и повинуюсь, государь. Но знай, так уже было с одним султаном во времена великого Харуна ар-Рашида. Да? Расскажи мне о нем, визирь, пока наши ноги отдыхают. Я расскажу тебе о нем, пока наши ноги отдыхают. Этот султан был женат на дочери своего дяди, и она любила его великой любовью, так что, когда он отлучался от нее, она не ела и не пила. Так прожили они 5 лет. Но однажды вечером, когда жена отлучилась в баню, султан услышал разговор 2 наложниц. Ох, бедный наш господин. Да. Ох, бедная его молодость. Ой, горе ему с нашей госпожой, с этой проклятой. Обманщица. Обманщица. Наш господин ведь даже не знает, что она делает с кубком, который он пьет каждый вечер перед сном. Она кладет туда банджи. И он пьет, засыпает и не ведает, куда она уходит каждый вечер и где проводит все ночи до зари. Да-да-да. А потом она возвращается, курит чем-то у него под носом, а он пробуждается ото сна. Да! Женщина! А на следующую ночь султан незаметно вылил питье себе за пазуху, притворился спящим и услышал, как его жена сказала: Спи всю ночь, ты мне противен. Жду не дождусь, когда Аллах заберет твою душу. И он взял свой мяч и отправился за ней. А она пришла в жалкую лачугу на окраине города и вошла туда. А там лежал черный раб, у которого одна губа была как одеяло, а другая как башмак. И был он болен проказой. Она склонилась над ним и прошептала: О, господин мой, о, возлюбленный, о, прохлада моих глаз. Она легла к нему и сказала: Замолчи, визирь! И он убил их обоих и вернулся во дворец, и взял своего визиря, и они пошли странствовать так же, как и мы. И что с ним случилось? Они шли долго, так же, как и мы. И так же, как и мы, решили немного отдохнуть у ручья на лужайке.
Да, я устал. А здесь тень и прохладный ручей. Подай мне воды, визирь. Слушаюсь, господин. Визирь, что это? Не знаю. О, это Ифрит. Он идет сюда. Спрячемся и спасем наши жизни. Спрячемся, господин. Владычица достойный, а ты, которую я похитил в ночь твоей свадьбы, о, как я хочу! Чего же ты хочешь? Как я хочу! Ну, чего же ты хочешь? Хочу! Ну, чего? Говори. Ну, Поспать на твоих коленях. Что? Поспать? На моих коленях? Как ты? Ах ты проклятый! Поспать! Поспать! Так опять уснул. О, визирь мой, как она хороша. Да, ведь, как сказал поэт, на красу лишь твою взирает око мое теперь, и ничто другое в душе моей не проносится. Тише. Эй, кто тут? Эй, выходите. Спускайтесь, не бойтесь, Ифрита. Заклинаем тебя, избавь нас от этого. Ну, выходите. А не то я сейчас разбужу Ифрита, и он убьет вас страшной смертью. Не надо, мы спускаемся. Ты, поди со мной. А не то я разбужу Ифрита. Визирь мой, сделай то, что она тебе велела. Нет, повелитель, она велела тебе. Сходи ты раньше меня. Она велела мне, а я велю тебе, иди сейчас же. Пусть так умудряющий, но я не могу. Почему? Ифрит убьет меня. Если ты не пойдешь, я сам тебя убью. Пусть так, ведь, как сказал поэт, вот доля твоя, верши делами не властен ты. Ну, что вы там все перемигиваетесь? Если ты сию же минуту не спустишься ко мне, все, я бужу Ифрита. Не надо! Я спускаюсь. Ближе, ближе, еще ближе. А теперь обними меня.
визирь мой, как сказал поэт, Эх, лишь о страсти к ней ныне думаю, влюбленным в нее скончаюсь, и да воскресну я вновь. Эй, очнитесь. Да, госпожа. Смотрите. что это? Ожерелье из перстней. Ожерелье из перстней? Да, но знаете ли вы, что это за перстни? Нет, не знаю. Владельцы всех этих перстней имели дело со мной на рогах этого ифрита. Этот ифрит, он похитил меня в ночь моей свадьбы, запер меня в ларец, на ларец навесил 7 золотых замков и опустил меня на дно бушующего моря, где волны ревут. Но не знал он, что если женщина чего-то захочет, ничто не в силах совладать с нею. Так дайте же мне и вы по своему перстню. И ты? Он просыпается. Идите, бегите скорее. Он не захочет увидеть вас возле меня. Если женщина чего-то захочет, то ничто не в силах с ней совладать. О, этот ифрит! А с ним ведь случилось хуже, чем со мной. Подобного не бывало еще ни с кем. Визирь мой, вставай. Мы возвращаемся во дворец. Утешься, мудрейший, ведь, как сказал поэт, не будь доверчив ты женщинам, не верь обетам и клятвам их. Любовь являют притворную, обман таится в одеждах их. А другой поэт сказал, удивление великого тот достоин, кто от женских чар остался невредимым. Как хорошо ты сказал, визирь. Я утешился и повелеваю отрубить головы всем моим невольницам. Отныне я буду брать в жены невинную девушку только лишь на одну ночь, а после стану убивать ее, потому что нет больше веры женщинам. Объяви мою волю, визирь, и приведи скорее ко мне первую девушку. Как хорошо ты сказал. Удивление великого тот достоин, кто от женских чар остался невредим. Ах! Что я надела? Что я надела? Клянусь Аллахом, больше никогда не буду говорить стихов. Люди, берите дочерей
вместе с дочерями своими, чтобы в городе не осталось ни одной девушки, пригодной для брачной жизни. Бегите, бегите, бегите! Да пребудет с вами милость Аллаха. Да свершится воля Его надо мной. Отец, отчего ты грустен и подавлен, и обременен заботой и печалью? Отец, ты ведь сказал же об этом поэт. Кто заботами подавлен, тем, скажи, не вечно горе. Дочь моя, Шахразада, заклинаю тебя, не надо стихов. Скорее беги из города, ибо я обещал султану в жены девушку, чтобы он удовлетворил нужду свою в ней, а потом убил. Я бросил клич, чтобы все бежали из города. И ты тоже должна бежать. А я склоню свою голову, чтобы спасти тем ваши жизни. Ведь как сказал поэт... нет, поэт ничего не сказал! Заклинаю тебя Аллахом, выдай меня за этого царя. И тогда я либо останусь жить, либо сама стану выкупом за дочерей мусульман и спасу их. Заклинаю тебя, не подвергай себя такой опасности. Отец. Нет. Отец. Отец. Нет. Отец. Отец. То, чего хочу я, неизбежно. Визирь мой, доставил ли ты то, что мне нужно? Сейчас, мой господин, дочь моя, дочь моя. Когда ты увидишь, что царь удовлетворил свою нужду, во мне приди и скажи: о, дочь моя, поговори с нами и расскажи нам что-нибудь, чтобы сократить эту бессонную ночь. И тогда я расскажу что-то, в чем будет соизволение Аллаха наше освобождение. Визирь мой, Да, повелитель. доставил ли ты то, что мне нужно? Да, это моя дочь. Мне жаль тебя, визирь, но у меня больше нет веры в женщин. Как сказал об этом поэт. Явилась она, как полный месяц в ночь радости, и члены нежны ее, и строен, и гибок стан, зрачками прелестными пленяет людей она, и алость ланит ее, напоминает о яхонте, и темные волосы на бедра спускаются. Смотри, береги же змей волос ее вьющихся, и стрелы очей она пускает из-под ресниц и бьет безошибочно, хоть издали бьет она. Когда мы обнимаемся, и пояса ты касаешься, мешает прижать ее к себе грудь высокая. О, прелесть ее! Она красоты затмила все.
зайди к нам. Я здесь. Говори, визирь. Твоя дочь сказала, что ты хотел попрощаться. Я... Отец. А дочь моя, Шахразада, заклинаю тебя, расскажи нам что-нибудь, чтобы сократить бессонные часы ночи. С любовью и охотой, если разрешит мне безупречный царь. Говори. Все равно меня мучает бессонница. Дошло до меня, о счастливый царь, что был в древние времена и минувшие столетия один юноша, сын царя. Он читал Коран и читал книги и излагал их старейшинам наук. Изучал науку о звездах и слова поэтов, пока не превзошел людей своего времени. Слава о нем распространилась по всем областям и странам, и о нем услышал царь Индии. И послал к его отцу, требуя юношу к себе, и отправил подарки и редкости, подходящие для царей. И царь снарядил сыну корабль, и он плыл по морю целый месяц. Достигший берега, вывел своих коней, которые плыли с ним на корабле, и нагрузил подарками 3 верблюдов. Что это там виднеется впереди? Это не ветер поднимает пыль. Это разбойники, которые хотят ограбить мой караван. Стой, путник! Нам нужны твои лошади, верблюды и вся поклажа, что лежит на них. Но это подарки, которые мой отец Султан Харун ар-Рашид посылает царю Индии, вашему царю. Мы не его подданные и не в его власти. Мы кочевники, люди пустыни, и забираем себе все, что помогает нам на пути.
А тебе мы можем оставить взамен только твою жизнь. Но зачем она мне среди песков, без единой надежды на спасение, кроме милости Аллаха? Прошу, прошу, оставьте мне хотя бы одного верблюда. Как ты сказал, Аллах милостив? Вот и проси милости у него, а не у меня. Да, избавь меня от смерти, и Аллах избавит тебя. Не губи меня, и Аллах не даст тебе волю тем, кто тебя погубит. Что должно случиться, то неизбежно. Прощай! Чё мой грех? И за что? За что небеса меня покарали? Я был велик, а сделался низким. У меня нету ни еды, ни питья. И с чем же мне пойти к царю Иди? Если я вообще смогу отыскать дорогу к нему. Юноша шел весь день и всю ночь, пока не достиг безопасного и укрепленного города, от которого отвернулся холод зимы, и обратилась к нему весна с ее розами. И цветы в нем зашли, и реки разлились, и защебетали в нем птицы. Как сказал поэт, в ограде том для живущих нет ужаса, и с дружбой безопасность с ним связан. Исходен он с дивным садом разубран, и жителям очевидна красота его. Добрался до безопасного города и обрадовался, так как утомился от ходьбы. Но его одолела забота, что его состояние расстроилось, и он не знал, куда идти дальше. Тут он проходил мимо гончара, сидевшего в лавке. Девушка, кофе, кофе, хороший кофе, бери, говорю, не хочет. Кофе, говорю, кофе, хороший кофе, много кофе, кофе, и ты кофе. О, купи кувшин, бери кувшин, бери, вот. О, Добрый день. здравствуй, чужестранец, купи кувшин. Но у меня нету денег. Нету денег, нет кувшин. Я вижу, ты совсем устал, юноша. Иди, проходи в мой дом, омой свои руки. Иди. Садись, юноша, поешь со мной вместе. Садись. Юноша, расскажи мне, что с тобой случилось? И как оказался ты здесь, на чужбине, совсем один? Боюсь, ты мне не поверишь, но мой отец Султан Харун ар-Рашид послал меня... Купи кувшин, бери кувшин, еще кувшин, бери еще кувшин, бери.
послал меня к царю Индии с подарками, но по пути мне встретились разбойники и забрали весь мой караван и всех моих верблюдов. И вот я шел и пришел к тебе. Юноша, никому не открывай того, кто ты. Я боюсь для тебя зла царя этого города. Он великий враг твоего отца и имеет повод мстить ему. Ну что же мне делать? Как мне вернуться к отцу? Юноша, а не владеешь ли ты каким ремеслом, чтобы зарабатывать себе на жизнь? Я законовед, ученый и чистописец. Чисто кто? Чистописец. Чистописец? Юноша, ой, боюсь я, нету спроса на твое ремесло в наших землях. В нашем городе-то и грамоты никто не знает, и другой науки, кроме наживы. Но клянусь Аллахом, я ничего не знаю сверх того, о чем ты сказал мне. Так. Нет. А может, нет. А вот это стоит попробовать. Юноша, минуточку, подожди-ка. Ой, вот тебе, юноша, веревка. И топор. Ой, хороший топор. Юноша, что ты, юноша? Бери веревку, бери топор. Иди, руби дрова в долине. Кормись этим, пока Аллах не облегчит твою участь. Спасибо, спасибо. Что ты? Только помни, никому не открывай того, кто ты. Тебя убьют. Иди, да пребудет с тобой Аллах. Спасибо. Иди. Хранит тебя Аллах. Работай, юноша, работай. Гончар дал для юноши топор и веревку и отдал ему кому-то из дровосеков, поручив им заботиться о нем. И он вышел с ними и рубил дрова целый день. Но это щебечет птицы в нашем саду. Ночь закончилась, а твоей истории нет. И как она была сладка и приятна. Куда ей до того, о чем я расскажу в следующую ночь? Если буду жить, и царь пощадит меня. Я отложу казнь ровно на один день, чтобы услышать, чем все закончилось. Клянусь Аллахом, я не убью ее, пока не услышу, чем все закончилось.
В беспечности юной нам время журчанье ручья. Где бег начинает и где завершает, неважно. Но старше становишься, видишь, в ручье высыхает вода. И время песком с его дна утекает сквозь пальцы. Дошло до меня, о счастливый царь, что юноша каждый день рубил дрова, приносил их и продавал за полдинара. Часть проедал, а часть откладывал. Так прошел целый год. И вот однажды... Ой! О, хороший конь. И... Медное кольцо? Оно приделано к деревянной двери? Юноша открыл деревянную дверь с медным кольцом, спустился по этой веревке вниз и очутился во дворце, прекрасно построенном, с высокими колоннами. А во дворце он нашел... Золото! 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 Слава Аллаху, я снова богат! Золото! Я смогу вернуться к отцу! Эй! Есть здесь кто-нибудь? Я человек. Я здесь уже 25 лет и никогда не видала человека. Какой дивный сладостный голос. Он один уже похитил мое сердце, но что же будет, когда я увижу его хозяйку? Выйди! Посмотри на меня, а я увижу тебя. О, госпожа моя, твой взгляд поселил во мне 1000 вздохов. Привел тебя в это место. Меня привело сюда звезды для того, чтобы рассеять мою скорбь и заботу. Знаешь же, что под этим платьем дровосека скрывается сын султана Харуна ар-Рашида и мой отец... Ай! Это мы уже знаем. Расскажи нам, кто эта женщина. Слушаюсь и повинуюсь. Знаешь же, царь, эта женщина сказала... Знай, что я дочь царя Эльфетамуса, владыки Эбеновых островов. Он выдал меня за сына моего дяди. И в ночь, когда меня провожали к жениху, меня похитил Ифрит по имени Джирджис
Сегодня только 4 дня, как он приходил. Но до его прихода еще осталось целых 6 дней. Не хочешь ли ты провести со мной 5 дней, а потом уйти за день до его прихода? Иди дома. Грудь моя была стеснена, так как я здесь одна, под землей. И вот уже 25 лет нет никого, кто бы со мной поговорил. Она, который послал тебя ко мне. Мой юноша, не хочешь ли ты вина? Вина? Ну, давай. А, я тоже хочу вина. Да простит меня Аллах. А теперь ляг и отдохни. Ты ведь устал. О, красавица, пойдем скорее отсюда, я выведу тебя из этого места, возьмем золото и спасемся от Ифрита. Пойдем. Будь доволен и молчи. Выпей еще вина. Выпей. Ты только подумай. Из каждых 10 дней 1 день будет Ифриту, а 9 дней твои. Слушай, я сейчас же сломаю этот дворец, заберу все золото и тебя и спасу тебя от Ифрита. Заклинаю тебя, Аллах, не делай этого. Если дело несет тебе страшную гибель, воздержаться от дел таких будет лучше. Подожди, я ведь привык убивать Ифритов, а я сейчас же возьму и убью его! Что это? Это Ифрит пришел к нам. Клянусь Аллахом, ты погубил меня. Поднимись там, где ты пришел. Спасай свою душу. А, и что он убежал? Да, но от сильного страха забыл свой топор. Ай-яй-яй-яй. Что это за сотрясение, которым ты меня встревожила? А что с тобой случилось? Со мной не случилось ничего.
Ты лжешь, женщина! Вещи. Эти вещи явно принадлежат человеку. Отвечай! Кто к тебе приходил? Я увидела это только сейчас. Наверное, они зацепились за тебя. Женщина, это бессмысленные речи. Ты лжешь, о блудница. Ты меня не проведешь. И что с ним случилось? Растянув женщину между четырехугольев, Джин принялся мучить ее и выпытывать у нее, что произошло. И она призналась. Нет? Какая хорошая женщина. Господин что-то сказал? Нет, продолжай. И когда Ифрит стал пытать женщину, юноша закрыл деревянную дверь с медным кольцом и ушел в город. Ой, юноша, слава Аллаху ты пришел. Куда ты, юноша? Юноша, вернись. Сегодня ночью мое сердце было с тобой. Я же боялся, что ты попал в лапы дикого зверя или еще кого. Слава Аллаху за твое возвращение и спасение. Вот, Что держи. это? Что это? Спасибо тебе за твою доброту. Я скопил немного денег, и мне нужно собираться к отцу и возвращаться домой. Я пойду соберу вещи в дорогу. Что за юноша? Здравствуй, хозяин. Ассаламу алейкум, чужестранец. Желаешь купить кувшин? Бери кувшин, бери. Вот, нашел. О, Дровосеки указали на твой дом. да? Не узнаешь? А ну-ка. Юноша, выйди, поблагодари старика-персиянина. Иди сюда, юноша, иди. Вот, принес твой топор, не теряй больше. О, нет! Да! Ты что, думал, что Джиджи из рода Иблисов не найдет владельца топора? Оставь меня! Заклинаю тебя именем Сулеймана ибн Дауда! Ты пойдешь со мной, глупец. Все-таки я думаю, что эта женщина выдала его. Господин хочет услышать продолжение истории? Продолжай. Дошло до меня, счастливый царь, что Ифрит взял юношу и полетел с ним в свой подземный дворец. О, развратница! Не знаком ли тебе
этот мужчина? И после такой пытки не признается. Я в жизни его не видела, и Аллах не позволяет мне на него Да тогда возьми топор, сбей ему голову. Нет! отрубить голову тому, кого я не знаю, и кто не сделал мне зла. Моя вера не позволяет мне это. Ты не можешь убить своего возлюбленного, потому что он проспал с тобой всю ночь. И даже после такой пытки ты не признаешься. И терпишь такие муки. О, человек, а ты не знаешь эту женщину? Кто она такая? Я раньше никогда ее не видел. Правильно, правильно. Ну, возьми топор, сбей ей голову. И я не буду тебя мучить, я тебя отпущу, если удостоверюсь, что ты ее действительно не знаешь. Хорошо! Я не погрешила перед тобой. Так ли ты воздашь мне? Я выкуплю тебя своей душой. Что вы говорите? Если женщина, которая не достает ума и веры, не сочла дозволенным скинуть мне голову, то как же я могу обезглавить ее, если я никогда ее не видел? Я никогда не сделаю этого. Даже если мне придется выпить чашу горести и смерти. Вы прелюбодействуете глазами! Ну что ж, теперь я вижу, что между вами было дело. Сейчас вы увидите последствия ваших дел. Знайте, о несчастные, что по нашим законам, если женщина совершила блуд, нам разрешено ее убить. Я похитил тебя в ночь твоей свадьбы. Тебе было всего 12 лет. И ты не знала никого, кроме меня. И каждую ночь я на один день приходил к тебе в облике персиянина
А когда ты обманула меня, я тебя убил. А что касается тебя, то я не вполне уверен, что это ты обманул меня с ней. Но я не могу отпустить тебя невредимым, поэтому выбирай! А что же мне выбрать? Я не знаю. Чего пожелать? Выбирай, какой облик хочешь принять. Облик собаки, осла. Осла? Да, может, обезьяны. Обезьяны. Прошу, прости меня, и тогда Аллах простит тебя за то, что ты простил мусульманина, который не сделал тебе зла. Прекратите бессмысленные речи! Я готов уже убить тебя! Но я даю тебе право выбрать. Что, не хочешь? Нет. Тогда я сам выберу. Нет. Перемени этот облик на облик обезьян. Ну, продолжай. А уже утро, я прекращаю дозволенные речи. Клянусь Аллахом, я не убью тебя, пока не услышу, чем все закончится. Дошло до меня, о счастливый царь, что с того времени юноша сделался обезьяной столетнего возраста. И, увидев себя в этом гадком образе, заплакал о самом себе. Он шел по равнине до конца месяца, пока не достиг берега соленого моря.
Постойте! Эта обезьяна прибегла к моей защите. И я защищу ее. Отныне она будет под моим покровительством. И пусть никто, слышите, никто ее не тронет. Эй ты, возьми веревку. Поднимайся наверх! Бросай веревку ко мне! Нет. Распускай парус! Ну же! Смотрите, что бы я ни говорил, обезьяна понимает и исполняет. Поистине, это чудо! 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 Ветер благоприятствует нам. Скоро мы будем там, где нам нужно. Рыба! Рыба! Благоприятствовал кораблю в течение 50 дней, пока он не пристал к большому городу. В тот час, когда они прибыли, к ним явились посланники от царя города и сказали: Наш царь приветствует вас и поздравляет с благополучием и передает вам вот этот свиток бумаги. Пусть каждый из вас напишет на нем по одной строчке. У нашего царя был визирь-чистописец, и он умер. И тогда царь поклялся и дал великие клятвы, что сделает визирем лишь того, кто сможет написать точно так же, как и он. Но я не умею писать. Но я тоже не умею делать этого, чего он просит. А я тем более не умею этого делать. Обезьяна схватила свиток. Она его порвет! Стойте! Пусть пишет. Если она расцарапает свиток, то мы прогоним ее прочь. А если она напишет хорошо, то я сделаю ее своим сыном. Что это? Поистине, я не встречал обезьяны сообразительнее этой. Это чудо! Это чудо!
Отправляйтесь к обладателю этого почерка, посадите его на мула, наденьте на него драгоценные одежды и привезите ко мне с музыкой. Прости, но мы не можем этого сделать. Не можем. О, проклятые! Я даю вам приказание, вы смеетесь надо мной. Нашему смеху есть оправдание. Какое же? Это написал не человек, это написала обезьяна. Обезьяна! И она у нашего капитана. Правда ли то, что они говорят? Клянусь твоей милостью. Клянемся. Клянемся. Тогда я хочу купить эту обезьяну у капитана. О, диво! Поистине, это самое диковинное диво. Это обезьяна, и у нее такое красноречие и почерк. Если бы такими способностями обладал человек, он наверняка бы превзошел всех людей своего века и времени. Эй, позовите сюда госпожу Ситальхусен. Пусть придет и посмотрит на эту удивительную обезьяну. О, батюшка, как могло быть приятно вашему сердцу прислать за мной, чтобы показывать мужчинам? О, дочь моя Ситальхусен, со мною никого нет, кроме этой маленькой обезьянки. От кого же ты прячешь свое лицо? Но это обезьяна-юноша. Это сын царя. Он заколдован. Его заколдовал Ифрит Джирджис из рода Иблиса. Правда ли то, что она говорит про тебя? Откуда же ты узнала, что он заколдован? Отец, когда я была маленькая, со мной жила одна старуха, хитрая колдунья. И она научила меня искусству колдовать. И я его запомнила и усвоила. О, дочь моя Ситальхусен, заклинаю тебя, освободи этого юношу, ибо этот юноша умный и проницательный. С любовью и охотой. Ступай. Отнеси. Освободись. Заклинаю тебя истинного и Всевышним именем Аллаха. Прими свой первоначальный образ. О, нет, не приюта тебе, не уюта. Это ты, обманщица. Мы же поклялись друг другу и дали обет, что не будем мешать один другому. Для подобного тебе у меня больше нет клятвы. Ах так? Тогда прими то, что пришло к тебе. Тут женщина обратилась в большую змею и ринулась на этого проклятого, который тоже имел вид змея. Он разевал рот, из которого выходил огонь. Из его глаз и носа шел огонь и дым. И они сражались, и дворец наполнился дымом.
же пор отдален ты будешь и груб со мной? Недовольно ли слез пролилось моих до сей поры? Когда разлучишь уже с собой меня умышленно? Или позволишь мне остаться и исцелить тебя? Твое исцеление тоски мне прибавит лишь. Голубка воркует всю ночь до рассвета, являя тоску и страсть, которых не ведал я. Но говорю себе, милый, если приблизится, то наскучит. Лишь отдаленность лечит от страсти нас. К твоему суду терпеливо я буду, стойкой буду, коль это угодно, и враждебен, и зол был, и горд ты со мною. Непосильны мне те несчастья, что гнетут меня, коли тот, кто любил, не знает любви ко мне. Высокого и великого. Поистине мы все принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся. О, если б мы не возложили на нее подобного ради освобождения этой обезьяны. Ох, мы отягчили ее великой тяготой с этим проклятым ифритом, которого не одолеть всем ифритам, существующим на земле. А если бы мы не знали этой обезьяны, да не благословит Аллах ее и час ее появления. Ах, мы хотели сделать добро во имя Аллаха и освободить ее от чар, и нас постигло сердечное мучение. Она что, умрет? Но она не должна умереть. И когда султан склонился над телом своей дочери, юноша встал и сказал: «Я человек, и Бог даровал мне совершенный ум. Значит, я смогу победить ифрита умом и хитростью, пока он измышляет, как убить меня коварством и мерзостью. Эй, ты! Наша смерть неизбежна?» Да. «Заклинаю тебя величайшим именем, вырезанным на перстне Соломона, сына Давида, мир с ними обоими. Я спрошу тебя об одной вещи и скажи мне правду». Говори, но будь краток. Я знаю, что джин может поместиться в кувшине, но, к примеру, кувшин из-под вина не вместит даже твоей руки или ноги. Так как ты можешь поместиться туда целиком? Ты что, не веришь, что я могу быть в нем? Я поверю тебе только тогда, когда увижу тебя там всего. Смотри, глупец. Теперь выбирай, какой смертью умрешь. Султан, перестань горевать о своей дочери, подай мне скорее пробку. О, дочь моя! Отец мой, я не привыкла биться с ифритами. Его огонь чуть не погубил меня. Но этот юноша поистине мудр. Он спас нас всех.
Мы бросим этот кувшин в море, а на берегу построим дом, где будет жить кто-то, кто не даст забрасывать сети в этом месте. И Джин навсегда останется на дне. Да, поистине это самая удивительная история из всех существующих на Земле. И ты запишешь эту историю золотыми чернилами и положишь в мою казну. Но сначала ты женишься на моей дочери и возьмешь во владение все мои дворцы и земли. И они пребывали в сладостнейшей и приятнейшей жизни, пока не пришла разлучительница собраний и разрушительница наслаждений. Это удивительнейшая история, но уже утро, и она закончилась. Расскажешь ли ты мне еще? С любовью и охотой. Но могу я попросить тебя? О чем угодно. Пусть дочери мусульман вернутся в город и не боятся тебя. Обещай, что я стану выкупом за них за всех. Моих историй хватит на 1000 ночей, если того будет угодно моему повелителю. О да, ему будет угодно. Я покорился тебе. Я отныне послушен велениям твоим. Можно ли смолчать о безумце, о том, кто страстью палим? Любовь не вмещается в сердце, как в строках талант поэта. Твердить напрасно о том, чем сердце мое согрето.